этом году планируется привести в нормативное состояние более 200 километров дорог по всей республике, что почти на треть больше объемов прошлого года, в том числе более 183 километров региональных дорог и 23 километров улично-дорожной сети Якутска в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего 58 объектов. В Якутске в этом году асфальтные работы по БКАТ ведутся на 22 объектах, на 8 улицах Якутска и на 14 объектах в пригородах столицы. Общий объем финансирования составляет более 1,6 миллиардов рублей. В прошлом году было 1,5 миллиарда рублей. Увеличение связано с тем, что имеются переходящие объекты с прошлого года. По срокам все асфальтные работы должны быть завершены до конца сентября. В этом году ситуация гораздо лучше, чем в прошлом году, благодаря тому, что была, контрактация была проведена в сроки необходимые. В прошлом году контрактация была поздней, ввиду того, что только в конце 2018 года было ясно, что город попадает в этот национальный проект и появляется возможность отремонтировать дороги. Объема готовых ПСД было крайне мало, но тем не менее мы не без помощи Сусанны закончили в прошлом году этот ремонт. Конечно, были, шероховатости, но тем не менее город остался в национальном проекте. И сегодня, в этом году, мы 23,5 километра дорог должны отремонтировать. По итогам 2019 года целевой показатель по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети городской агломерации Якутск составляет 38,4%. Введено более 25 километров. По итогам БКАТ-2020 планируется, что более 44% городских дорог будет приведено в нормативное состояние. Но пандемия ввела некоторые коррективы. Отмечается нехватка кадров. В этом году не только дорожное строительство, но и в общем, те сферы, которые связаны с работой мигрантов, они получили колоссальный удар в связи с тем, что у нас не появилось. Тот, кто успел привезти, этих людей недостаточно. Поэтому сегодня вы, проехавшись по дорогам, увидите очень большое количество местных ребят. Студенты АДФ у нас работают, практикуются на поле уже непосредственно на дорожном полотне на объектах. Конечно, есть нехватка она обусловлена тем, что не хватает специалистов ИТР, то есть квалифицированных специалистов, мастеров, их по факту не хватает. БКАТ же идет по всей России. Поэтому сегодня спрос на квалифицированных дорожных специалистов невероятно высокий. Вот у одного подрядчика есть сложности с ИТРом, у остальных нету. У АЛАС. Да, есть проблема, но по заверениям собственника он уже сегодня должен решить, вечером сегодня на объезде посмотрим. В этом году в Якутске по БКАТ работают 8 подрядчиков. Из прошлогодних подрядчиков у нас остался один подрядчик, это Сахатрастрой. Они работают сегодня в графиках на Кольцевой Гемеина, Кеша Алексеева и на ДСК не работают. Лонгинова они закончили уже, в 2 слоя асфальтом лежит. Работы идут нормально. Правда, конечно, не так, как хотелось бы. Потому что самая большая причина в этом – это нехватка людей. Нехватка рабочей силы. Те рабочие силы, которые к нам уже не пару десятков лет, которые приезжали к нам, уже набили руку по этим работам, они в этом году не смогли приехать. Поэтому, получается, мы сейчас набираем из молодежи, из студентов. И, в общем-то, проблема все равно есть, потому что очень большая текучка. Также ведутся работы по гарантийным обязательствам. По 11 объектам контракты заключены, и до конца сентября они должны быть закончены. Гарантийные обязательства. Все подрядчики получили претензии и исправляют. Объем гарантийных обязательств очень большой. Только 3000 квадратных метров асфальтового полотна у нас заставили сделать Сахатрастрой. Это огромный объем денег, но это все было сделано за счет подрядчиков. Хочется, отметить то, что все подрядчики понимают, и уже прошлой осенью, когда шла укладка тротуарной плитки, мы понимали, что это делается в холодный сезон, грунт уже мерзлый,
И с вероятностью 99% придется перекладывать по гарантии это в весенний и летний период. Мы это понимали, это не случилось для нас какой-то новостью, и подрядчики понимали, что пойдут на двойные затраты. В этом году в Якутске впервые применена технология ресайклинга – восстановление существующего полотна, которое удешевляет и ускоряет дорожные работы. Это делает РИК «Автодор», и работы уже фактически закончены на 14 объектах в пригороде. Кроме того, подрядчик задействован на капремонте дороги УМНАС. В текущем году в республике планируется завершить строительство региональных трасс Алдан на участке Джибари-Кихая, река Саландо, первый пусковой комплекс, и Кабяй с возведением мостового перехода через реку в Кабяйском Улусе, что позволит обеспечить круглогодичную связь. Планируется, что объекты будут введены в эксплуатацию в ноябре 2020 года. Как отмечают в региональном отраслевом ведомстве, завершение строительства дороги Кабяй станет стимулом экономического роста как для Кабяйского Улуса, так и в целом для республики. В рамках реализации нацпроекта за период с 2019 по 2024 годы планируется направить 34,5 миллиарда рублей на приведение в нормативное состояние региональных дорог и улично-дорожной сети города Якутска, в том числе на региональные дороги 25,5 миллиардов рублей, на городскую агломерацию 8,9 миллиардов рублей. Так, к концу 2024 года по итогам реализации программы ПКАД планируется увеличить долю дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 39,3%, в 2019 году 31,6%, а в Якутске – до 85%, в 2019 году 38,4%. Как говорится, поживем – увидим. Если в прошлом году при реализации нацпроекта мешала неорганизованность, но уже в этом году коронавирус внес свои коррективы. Но тем не менее, до 31 октября все работы на всех объектах должны быть завершены. Ну а пока вы, наши зрители, можете сами внести свою лепту в улучшение состояния наших дорог. В любом уголке республики сфотографируйте плохие дороги, отправьте на портал yakutia.click в специальный раздел «Конкурс. Дорогие дороги», и путем народного голосования будут выбраны победители, которые получат тонну бензина и другие ценные призы.